Древесные отходы создают много проблем на предприятии. И решение проблемы утилизации древесных отходов имеет три аспекта. Экологический, то есть мы сохраняем окружающую среду. Экономический, предприятие получает дополнительную прибыль из отходов. Третья составляющая – социальная. Новые рабочие места. Студенты лесного института не просто изучают сырьевое планирование. С 2005 года разрабатывают проекты для внедрения безотходного производства на лесопромышленных предприятиях Коми. Этой задачей развития экономики в регионе актуальная мировая тенденция. Впрочем, исследования наших студентов охватывают разные области. Вот проект создания дождевого сада на территории набережной Сыктывкара. Это биоинженерная конструкция для фильтрации дождевых потоков. Первый уровень создается путем выемки грунта. Он будет собирать и накапливать ливневые стоки. Второй уровень – это небольшой склон, который характеризуется умеренным увлажнением. И третий уровень уже переходит в существующее газонное покрытие. Третьекурсник из Усинска Александр Кравцов своей разработкой намерен решить сразу две глобальные российские проблемы – утилизации пластиковых отходов и ремонта дорог. Для начала мы предлагаем собирать пластик, далее по определенной технологической схеме его утилизировать и создавать вот такие вот готовые модули, которые в дальнейшем устанавливаются, и получается такая дорога, которая будет служить намного дольше. Это возможно, да. И мы хотим реализовать для начала в нашем городе Сыктывкар несколько таких дорог и проводить опытным путем. Пока только в США есть альтернативные дороги из полиэтилена и резиновых покрышек, но не из пластика. Такая будет дешевле асфальтовой. Да и инвестиций для начала проекта требуется не так много. Как вы можете заметить, в дорогу могут быть вмонтированы разные трубопроводы, провода и также система подогрева дороги, чтобы зимой не образовывалась наледь. Это уже проверялось опытным путем. В течение минуты наледь спала. Разработки инновационные, обязательно нацелены на воплощение в жизнь. И научно-практическая конференция – это как раз площадка для презентации своих идей. Итог большой совместной с педагогами работы. Конечно, они проходят экспертизу, насколько каждая имеет свою актуальность, но те руководители проектов, которые педагоги, они явно знают о том, что тему они не берут просто так. Они, естественно, актуальны сегодня для нашей жизни, для нашей экономики. А это самое главное. То есть улучшение жизни, поднятие экономики республики. Собственно говоря, все на это, собственно, и построено. Конференция проводится с 1995 года. Научный молодежный форум постоянно расширяет свои границы. В этот раз более 300 участников со всей России и даже иностранные студенты. 32 образовательных учреждения. Еще одно новшество форума – участие школьников. Они уже представили свои экологические наработки. Будет работать в эту неделю 19 секций, 3 круглых стола. У нас открыты 2 большие выставки. И сама конференция посвящена 215-летию Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Сергея Мироновича Кирова, чьим филиалом мы и являемся. Впервые конференцию Лесной институт проводит совместно с целлюлозно-бумажным техникумом, на площадке которого пройдет секция по химической переработке древесины. Итогом недельного форума станет сборник, в который войдут лучшие научные проекты. Ольга Коняева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.